Я выезжал со двора прямо во время движения. Водителю «Шевроле» и не повезло, и повезло одновременно. Дерево упало именно в тот момент, когда мужчина выезжал на улицу Спортивная. Оно рухнуло прямо на машину, доставив ее владельцу множество проблем. Но при этом, если бы он проехал вперед еще метр, дерево упало бы прямо на крышу, причем с его стороны. Не факт, что она бы выдержала всю его массу и сохранила бы водителю жизнь. А так основной удар пришелся на переднюю часть автомобиля. Какой ущерб у вас? Ну, капот, я не знаю, все под деревом. Ну, лобовой точно разбиты, крылья, оба капот, естественно, бампер, фары. Как говорят местные жители, это дерево было уже гнилым. Уверяют, что обращались соответствующие органы, так как боялись чего-то подобного. Но их пророчества сбылись раньше, чем среагировали коммунальные службы. Звонил в МЧС, он говорит, это уже не наше дело, пострадавших нет, зажатых нет. Это типа не наше. Мы типа передали дело в благоустройство города. Звоню в благоустройство города, это, говорит, не наша проблема. Звоните в Горзеленхоз. Звоню в Горзеленхоз. Никого, трубку не берут. Теперь владельцу иномарки предстоит выяснить, на чьей земле стояло рухнувшее дерево, доказать, что ствол сгнивший и дерево давно подлежало спилу, а затем требовать с организации, ответственной за состояние деревьев, компенсацию материального и морального ущербов. Если же окажется, что причиной падения дерева была погода, а не его состояние, то на возмещение убытков ему рассчитывать не придется. О сильном ветре синоптики предупреждали заблаговременно. Вероника Гайнудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112.